Последние 8 лет в республике зарегистрирован рост количества преступлений. Об этом во время ежегодной встречи с журналистами по итогам предыдущего года рассказал руководитель Следственного управления по Якутии. На встрече побывал и наш корреспондент Виталий Абрамов. Количество преступлений выросло на 10,6%. Таким образом, всего в республике за 2015 год было совершено 11 846 преступлений. Но вместе с тем сохранилась тенденция к сокращению убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В республике продолжилась динамика по улучшению показателей раскрываемости преступлений. Раскрыто 72,2% преступлений. Между тем, произошло снижение раскрываемости особо тяжких преступлений. Сокращение в основном произошло за счет снижения раскрываемости разбоев и фактов незаконного оборота наркотических средств. Приоритетным направлением Следкома продолжает оставаться противодействие коррупции. Общее количество выявленных преступлений возросло на 23%. Направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя главы города Якутска, народного депутата Республики Бурятия Доржиева по факту вымогательства взятки в особо крупном размере и по факту превышения должностных полномочий. Размер взятки составил более 50 миллионов рублей. Начато в суде рассмотрение уголовного дела в отношении главы Ленского района Высоких, обвиняемого в совершении хищения путем мошеннических действий на сумму 56 миллионов рублей. Защиту детей от преступных посягательств в нашей республике нельзя признать благополучной. Так, за прошлый год зарегистрировано 964 преступления. Например, в Сунтарском районе расследовано уголовное дело по факту торговли 5-месячным ребенком. Широкий резонанс вызвал случай причинения матерью тяжкого вреда здоровью своей 7-летней дочери-инвалиду, повлекшего ее смерть в городе Нерюнгри. Женщина до последнего не признавала свою вину, утверждала, что дочь получала травмы при падении. Несмотря на это, удалось доказать ее причастность к совершению преступления. Виновная приговорена к 8 годам лишения свободы. И особую тревогу УСК вызывают участившиеся случаи гибели детей на пожарах. Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что причиной является семейное неблагополучие, то есть дети в семьях предоставлены сами себе. Следственное управление принимает активное участие в разработке регионального закона, направленного на повышение родительской ответственности. В настоящее время проект закона, разработанный правительством республики, поступил в Вилтуман. Виталий Абрамов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.